Это здание спортзала «Шахтер», оно ныне заброшено. Раньше тут дверь была заколочена, еще в этом году, но кто-то разломал. Но там внутри ничего такого особого нет, потому что все, что можно было, оттуда вынесли. И там один большой спортзал, и тут 2 этажа. И сохранилась очень интересная вывеска. Это дом культуры Горняк, он ныне действующий, и у него сохранилась очень такая интересная, аутентичная вывеска, вся такая проржавевшая. Очень аутентичное название магазина. Это, в общем, последнее место, где можно закупиться перед походом на сопки. Ну, там по пути будет еще один магазин, но он уже в самом дачном поселке. Это он там вот подальше. Так, мы идем в сторону от поселка, в сторону ледника. И по пути попадаются вот эти вот сооружения. Это, видимо, старые небольшие ледники, видите? Они вообще находятся в земле довольно-таки глубоко. Вот, сейчас пойдем дальше. Вот, мы пришли к так называемому леднику. Хотя некоторые считают это заброшенной шахтой. Тут еще есть ориентир. Вот это вот заброшенное здание, рядом карьер. На видео чуть дальше я выложу карту, как всегда пройти. Но лазить туда глубоко я не рекомендую никому. Потому что, во-первых, это очень старый ледник, он советского времени. И я видел фотографии разных лет. И обвалов становится с каждым годом все больше. И, соответственно, опасность становится все выше. То есть, например, на самых старых фотографиях вот этой вот кучи вообще не было. И сейчас вот увидите, тут разбиты балки. И поэтому дальше, чем здесь, я ходить не рекомендую. Ну и там дальше завал идет, он практически под потолок. То есть там можно проползти при желании. Но, как видите, сам потолок, он не внушает, в общем, доверия. Вот такие вот дела. Поэтому, ну, можно просто заглянуть, посмотреть и выйти. Не рекомендую лазить, не рекомендую тут что-либо трогать. Я, кстати, туда все-таки заходил, когда не было обвала. И в одном месте я чувствую, мне на голову что-то сыпется. Я такое увидел, я, оказывается, головой задел одну из таких вот балок. И получается, я ее потревожил, и меня начало немножко подсыпать, короче, сверху. Вот такая вот история. Дальше я расскажу куда более интересные легенды и мифы. Кстати, на одном из форумов говорилось, что тут пахнет, то, что туда повесился, но высота самого ледника, она вряд ли позволяет эффективно это сделать. Так что это крайне маловероятно. Рядом с ледником тоже вот здание, оно потихоньку тоже обрушается, потому что я помню, когда оно еще было целое. Ну вот, стоило немножко пройти по лесной тропке, и как мы выходим в сторону как раз таки вот этого карьера разрытого. Тут есть такой прикольный мостик и выход на саму дорогу. Опа, видимо, тут весной идет вода сверху. В общем, выхожу на это самое место. И смотрите. Место для самых знаменитых селфи у нас. Ну и я тоже сделаю. Вот, в общем, я здесь. Ворон пролетает. В общем, это место чем знаменито? Потому что напоминает каньон. И к тому же, из-за того, что снимают именно на телефон, кажется, как будто вот он очень длинный. На самом деле там очень близко есть поворот. Вот сейчас вот увидите. Как-то так. Все дело в ракурсе. Здесь 3 дерева растет. Очень красиво, кстати. Прямо в треугольник. Я уверен, что в будущем тут, наверное, будут повязывать веревочки и так далее. Но, как бы, заметьте начало вот этого места. То есть тут на самом деле никаких легенд нет, но я думаю, со временем оно ими обрастет. Такие дела. Ну, виды тут на сопке вообще просто шикарные.
Ну вот внизу, конечно, немножко удручающая картина, довольно-таки серая, потому что сезон такой, летом здесь буйство зеленого цвета. И вот там вот вдалеке, в хорошую погоду, можно увидеть Табагинский мыс. К сожалению, сейчас это не получится сделать, но вот что-то какое-то представление об этом можно получить. Ну вот я нахожусь уже на середине примерно Табагинского мыса, уже достаточно далеко от поселка. Вот по этой штуке я однажды поднялся наверх. Это было, конечно, еще то восхождение. Местами приходилось карабкаться, даже держась руками за шиповник, чтобы не упасть. И вот такая вот высота. Вот видите, там внизу автомобиль, как бы для сравнения, какое тут расстояние. Кажется, не сильно высоко, но на самом деле весьма прилично. Это уже все познается в сравнении. Вон там корабль и, собственно, сама река Лена. Это вот выступ, а там дальше начинается долина Туймада, где находится город Якутск, и она заканчивается уже Табагинским мысом, то есть в том конце. Долина реально огромная. Итак, я дошел до этого места. Это место называется Сургуев камень, или по другой версии Сергуев, там по-разному произносят. В общем, это место связано с легендой, то что сейчас вспомню. Едейский князец Сургуй, он запечатал тут вход в Нижний мир. То, что якобы именно вот в этом месте был проход, через который духи из Нижнего мира проникали в этот мир и причиняли различные беды и несчастья местным жителям. И этот князец, он заложил этот проход камнями. И самое интересное то, что об этом даже упоминалось у Серошевского и также в других источниках. Но это всего лишь миф, потому что здесь никакой нечисти нет. По крайней мере, современных свидетельств никаких нет. Но хотелось рассказать еще несколько различных легенд, связанных вообще с этой местностью. Вообще здесь одно время были ссыльные, но не те полицильные царские, да, а ссыльные еще советского времени. Ну, то есть система ГУЛАГ, или как это там называется. В 30-е, 50-е годы здесь проживали финны. Они селились в землянках в довольно-таки жестких условиях. Но это не здесь, а вот там вот далеко. То есть мы уже прилично отошли от кангаласов. Сами кангаласы были созданы в 20-х годах прошлого столетия. И здесь добывался уголь именно в виде шахт. Ну, добывался именно в шахтах, в шахтных выработках. И добывали, кстати, довольно-таки долго. Правда, потом произошло обрушение. И шахты завалило. По-моему, даже были человеческие жертвы. И, кстати, здесь была такая история, то что однажды в кангаласах пропало 2 пионера, их долго очень искали, но их так и не нашли. Есть такая версия, то что они зашли в шахту, как раз в советское время, ввалившись в шахту, еще можно было пройти немного. И, возможно, они туда залезли вглубь, где завалы, и там произошел повторный завал. Поэтому как раз-таки в начале в леднике я предупреждал, то что в обвалившихся таких подземных сооружениях лучше всего глубоко не заходить. По крайней мере, до первых завалов точно. Вот, собственно, как-то так. Вообще, сама местность, вот Сургуев камень, по некоторым источникам так называется вообще сам вот этот Табагинский мыс в целом. Ну, то есть его вот как бы самая конечная часть. И, собственно говоря, с этим местом связано тоже много различных легенд. Они уже как бы имеют реальную основу, потому что я с этим встречался в этнографических материалах. Например, здесь, ну не прямо здесь, да, но вообще в этой местности проводились шаманские камлания. Это как бы 100% информация, потому что сохранились записки одного из очевидцев, который присутствовал даже при камлании, где было ритуальное жертвоприношение теленка.
Вот. Ну и есть еще одна легенда, правда, она уже, скорее всего, менее достоверная. В ней говорится о том, что здесь проживал один очень сильный шаман, и он повелевал различными духами. И после его смерти часть его духов осталась здесь, в этой местности. И иногда можно с ними встретиться здесь. Они, особенно ночью, могут что-то сделать спутником такое как бы необычное. То есть они могут топать, хлопать, пугать и так далее. Но это происходит, говорят, на полянке в лесу. Насколько это правда, я не знаю, но как бы миф имеет место быть. Что еще можно рассказать? С Сургуевым камнем связаны еще такие легенды, то что в этом месте проводились различные обряды, которые вызывали ветер. Об этом я тоже читал. Если интересно, то можете писать в комментариях. Я подробно эту информацию могу прямо в отдельном выпуске пересказать со всеми мельчайшими подробностями, то есть зачитать как бы вот эти древние тексты, потому что они у меня в принципе есть. Ну и получается, где-то в глубине этой пади находится легендарный вход в подземный мир. Но найти его вряд ли удастся, потому что там очень густо все поросло. Там просто непроходимые заросли. Но вот сейчас на картинке вы увидите, как выглядит этот камень в описании Серошевского. Правда, есть свидетельство о том, что на самом деле он зарисовал камень, который находится в совершенно другом месте. Но как бы исторически так сложилось, пускай будет это изображение как бы считаться Сургуевым камнем. Ну, на этом все. Спасибо, мои зрители, читатели и так далее. До встречи в следующих выпусках.